Я Артемьев Дмитрий Егорович, заслуженный артист России, народный артист Якутии, солист Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Афанасьевича Зверева Кыл-Уола. Всех поздравляю Международным днем музеев. Желаю здоровья, удачи, знаний. Заслуженная артистка Якутской АССР Наталья Спиридоновна Трапезникова родилась 10 ноября 1947 году. После окончания школы она поступила в городе Москве во Всесоюзную эстрадную мастерскую класс Ирмы Яунзе. В 1972 году она участвовала в всероссийском конкурсе исполнителей народной песни и стала лауреатом. В 1974 году она принимала участие в 10-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Берлине. И среди профессионалов она стала тоже лауреатом по номинации «Народная песня». Наталья Спиридоновна, она первая ласточка якутской эстрады. Она много выступала в Москве, работала с оркестром русских народных инструментов под руководством Калинина, выступала с эстрадным симфоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения под руководством Силантьева, выступала во многих центральных городах, площадках Москвы, например, в зале имени Петра Чайковского, в зале «Россия», в колонном зале. Выпустила две большие пластинки в фирме «Мелодия». Участвовала в программах «Голубой огонек», «Шире круг», «Музыкальный киоск». На телевидении она тоже выпустила две сольные программы. И это все показывали тогда, только вот одна программа была в Советском Союзе, и мы весь якутский народ очень гордились. Она действительно была звонким голосом России. Она много работала в Якутской филармонии, я работал с ней в составе Государственного ансамбля танца Якутии, и она, помимо того, что исполняла народные песни, она была ведущей наших программ. Мы съездили с ней по всей Якутии, лучше сказать, где мы не выступали, по России, по союзным республикам, тогда еще Советский Союз был. Я с ней еще гастролировал 2,5 месяца, значит, в Швейцарии и во Франции. Она пела на 25 языках народов мира. И этим она вошла в Книгу рекордов России. Вот это вот платье она одевала, когда мы выступали в канун Нового года вместе. Я в роли Деда Мороза звал: «Где моя Снегурочка, внученька?» Она выходила: я здесь», и пела песню «Карнавальная ночь» из фильма. 5 минут песню пела из фильма «Карнавальная ночь». Она могла петь утром, днем, ночью, оркестром, без оркестра, с баяном, без баяна. Один раз мы приехали с гастролей через всю Россию, с Украины до Иркутска. И она, вот я остановился с баянистом Павлом Дичковым, и она заходила на наше купе, и вот 4 дня без конца она пела. Нарьян-Мар, валенки, липовая вековая, очень большой у нее репертуар был. Вот ее сын Алексей передал музею Ярославского, Саха-музей, 42 предмета, документов, и теперь вот Наталье Спиридоновне будут знать многие люди, годы проходят. Она первая ласточка нашей эстрады, звонкий голос России, высокопрофессиональный артист. И вот
кубок она получила в 2012 году в Испании. Она тогда выступала в очень многих странах мира. Она даже рассказывала с космонавтом Валентиной Терешковой. В составе многих правительственных лиц Советского Союза она выступала во многих странах мира. И ее очень любили. Куда бы ни съездили мы по России, всегда спрашивали: вот она, Наталья Трапезникова, якутяночка, вот она, вот она. Вот. После только, может быть, ее в России, может быть, Калабельды, да, и вот она действительно была яркой звездой не только якутской, а российской эстрады. Она пела русские народные песни, якутских мелодистов. Действительно, у нее очень звонкий голос был. И она в жизни была очень веселая, жизнерадостная. И она в нашей памяти остается такой же доброжелательной, доброй и веселой.